Всем привет из Комы, привет от Олега. В сегодняшнем видео будет распаковка этой огромной посылки. Здесь у нас новый мотор Mikazu 9.8 от компании globaldrive.ru. Давайте сперва откроем, что за коробка, какая комплектация пришла в этой коробке. Ну и все как будет, буду рассказывать, показывать. Приятного вам просмотра. Вот, ребят, вот он, Mikazu 9.8. Тут с этим мотором идет бак. Вот он такой бак топливный. Сколько литров? Ну, где-то 18-15 литров, наверное, не больше. Только не написано где. Здесь даже есть такое вот табло, где можно посмотреть, сколько топлива осталось. Крышка и щетка тут еще вот так. Тяжеленький такой бачок. Вот. Дальше идет шланг с грушей, между прочим. Все хорошо. Наконечники на месте. Вот такие наконечники. Один вставляется в бак, другой в мотор. Вроде одинаковые наконечники. Все одинаково. Груша такая вот. Ну, я не знаю, насколько он будет хорош. Но покупные, когда отдельно груши продают, в общем, не очень хорошие. Так, дальше у нас получается книжка. Обязательно будем читать. Сервисная книжка. Потом руководство пользователя. Ну, в общем, что как пользоваться. Тут дальше запасной шнур. Он тоже нужен. Запасной шнур. Скажем, если у вас откажет стартер ручной, вам пригодится вот этот шнур. И запасные ключи. Комплектация, в принципе, комплектация такая же ключей. Отвертка. И я сравниваю с этим, как сказать, у меня Suzuki 6 еще мотор есть. Лодочный. Пассатижи вот такие вот интересные, конечно. Ну и тут получается еще два ключа и такой вот ручка. Ну, в принципе, все основное есть. Где-то что-то закрутить, открутить, в принципе, это возможно. Так, дальше сам мотор. Вот он, мотор, винт, все на месте. И еще это масло я не заказывал. Еще два масла. Это, наверное, уже получается мне в подарок дали. Вот. Я только мотор заказывал. Два масла. Вот такой вот. ТСВ-3. Шармах какой-то. Тоже буду читать. В общем, на обкатку сколько масла надо добавлять, бензин. Ну и ЧК еще. ЧК безопасности, скажем. Вы зацепляете куда-нибудь себе в руку или же в одежду,
когда вы падаете с лодки или еще что-то там, он выходит, автоматом все выключается, глохнет мотор. Давайте посмотрим сам мотор. Сейчас я из коробки подниму, повесим там. И все смазано, между прочим, очень тщательно. Смазки не пожалели, конечно. Смотрите, ребят, какой он красавец. И смотрите, какой он компактный. Не громоздкий, такая шляпка небольшая. Все хорошо. Очень много смазки. Этот мотор корейский. Гарантия 10 лет. Большой винт. Вот такой винт. Так закручен. Отшплинтован еще. Как и Suzuki 6. У меня то же самое. Вот. Здесь подсоединен какой-то провод. Для чего, пока не знаю. Вот он. Как бы все детали как-то подключены. Присоединены. Смотрите, сколько смазки. Прям вон выходит. Очень много смазки. Здесь вот так все выглядит. Ручка вроде подлиннее, чем Suzuki 6. Скорость вперед и назад. Ну, тут винтик надо покрутить и назад. Вот. Все. Вот так все выглядит. Вот так все переключается. Вперед, нейтральная, назад. Как обычно, везде так. Крышка такая вот, резинка. Тоже открою, посмотрю получше, что и как. Здесь получается, ну-ка, автоматом он защелкивается или нет? Да. Это положение, первое положение, по мелкой воде можно ходить. Ну и второе положение уже, вот это уже. А нет, смотри, тут одно положение такое, только. И чем он удобен, вот я первый раз такое вижу. Все, защелкивается. Чуть выше поднимаешь, оно отпускается. Очень удобный. Между прочим, не надо смотреть и руками там отключать все это дело, чтобы на место он сел. Так, вот тут отверстие, где будет вода выходить. Все ясно, понятно. Так, что еще мне понравилось, это когда я взялся за ручку правой рукой, здесь сзади вот так углубление для левой руки. Мотор весит 26 килограмм, не тяжелый. Вот самое главное, это вес для меня. Он компактный, во-первых, и второе, это вес. Скажем, 9,9 уже он почти 40 килограмм. Большая разница. Вот так все отмечено краской. Но, в принципе, снаружи пока все нравится. Тут, ну, он очень... Надо чуть-чуть затянуть, чтобы этот... Это слишком уж какой-то простой. Ну, затянуть я имею в виду, чтобы потуже ходила. Вот. Тут написано Микацу, как вы видим, 9,8. Вот она, 9,8. Здесь кнопка ЧК тут нет, это выключение, кнопка выключения, наверное. Короче, разбираться еще надо мне чуть-чуть. Так. ЧК куда ставится? ЧК сюда и вставляется. А, это для чеки. А как, чем выключают? Какая-то кнопка есть или нету? Надо тоже книжку почитать. У Suzuki там сбоку, или где она на ручке была. Так, или подсосом выключают. Вот так подсос дергают. Ну, короче, буду смотреть. Я кнопку пока не нашел. Где какая кнопка тут должна быть.
Может, подсосом выключают. Короче, буду разбираться. Так, здесь еще барашек такой. Это... Может... Сейчас я это уберу. Вон барашек. Этим барашком закручиваете, у вас тоже будет там газ ходить. Откручиваете, газ свободный. Вот. Здесь на переключателе сделано вот такое отверстие, как бы можно подключить, ну, если у вас лодка с этим, как сказать, с рулем, можно еще тоже подсоединить. Так, дальше что у нас? Здесь на ручке два отверстия, может это... Так, нет, это не то. Вот здесь ушко. Вот здесь ушко. Это получается для того, чтобы мотор не потерять, на ходу привязать к лодке. Страховка такая можно сделать самостоятельно. Ну и в принципе снаружи там все показал. Винт. Надо масло сразу тоже проверить. Обязательно. Вот тут, наверное, вот это масло проверяется. Два винтика даже. Вот все на другом языке. Непонятно, что написано. Это сливной винт. Там снизу. Вот здесь сливной. А тут два винтика еще. Надо посмотреть. Перед запуском обязательно масло уровень надо посмотреть, чтобы вровень было. Так, больше винтика я не нашел. Ну вот здесь он заливается. Вот. Ну, примерно так, ребят. Микацу. Микацу. Сейчас откроем колпак еще там. Что внутри масла, смотрите, сколько не пожалели. Надо мне посмотреть, где заливается заливной винтик, во-первых, и как он выключается. Или подсосом выключается, или где-то еще хитрая кнопка. Я пока не разобрался. Буду дальше разбираться. Колпак снимается сзади. Вот тут. Вот вам мотор. Все хорошо. Ручной стартер. Вот он. Слышно, как крутится там крыльчатка. Сухая пока, воды нету. Две свечи. Двухтактный мотор. Двухтактный, обязательно надо разбавлять бензин. Ну, 170 кубов двигатель. 169, наверное. Спереди карбюратор я вижу. Карбюратор. Ручной стартер. Ничего особенного. Отстойник. Двигатель как двигатель. Такие свечи. Тоже свечи надо открутить, посмотреть, что за свечи там. Запасные надо еще купить. Свечи, чтобы всегда с собой были. Новый мотор, хоть старый, все равно. Этот Микацу, он копия Тохацу мотора. Один в один. Все запчасти от Тохацу подходят к этому мотору. На Микацу. В принципе, пока все работает. Остается только обкатывать и ходить на нем. Винт, конечно, помощнее, чем Suzuki 6. Вот. В целом, я не знаю, что еще показать.
Все на месте. Все пока устраивает. Такой вот замок интересный. Вон там все на герметике тоже вот. В принципе, все ништяк. Подсос вот так работает на карбюратор. Здесь воздухан такой интересный. С маховика, в сторону маховика смотрит. Шапка тяжеловатая тоже. Не знаю из какого металла. Вроде пластик, но он тяжеленький такой. Ну вот и все, ребят. Вроде все показал, рассказал. А что забыл там? Другой раз добавлю. На первый взгляд мотор очень хороший. Гарантия 10 лет. Отзывы тоже неплохие этого мотора. Легкий, компактный. Смотрите, какой малюсенький такой вот. Вот. Буду разбираться, читать инструкцию. Будем дальше обкатывать и ходить по ходу. Вам только остается ждать новые фильмы. А кому интересно, заходите. Ссылку я оставлю в описании под видео. Компании Global Drive. И при заказе любых товаров в этом магазине по промокоду YouTube, просто напишите или скажите промокод YouTube, вам сделают на все товары 5% скидку. Они мне еще в подарок отправили вот такое масло, ребят. Следующее видео уже будет обкатка. Проверим, какой звук у этого мотора. Ну и как себя покажет. Буду дальше снимать, показывать. А пока все. Ждите новые фильмы. Все координаты этого магазина в описании под видео. Корейский мотор написано. Микацу 9.8. Да. И спасибо Global Drive за масло, которое вот это мне подарили. Все, ребят, давайте. До новых видео. Всем пока. Будьте здоровы, не болейте. Вот такая обновка у меня.